Третьи кадыровские чтения начались с приветственных слов председателя парламента Дуквахи Абдурахманова. Он вспоминал подвиги чеченских бойцов, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и отметил, как важно помнить и знать заслуги своих соотечественников в борьбе с фашизмом. Также спикер рассказал, как значимо для республики присвоение Грозному звания города воинской славы. Я хотел бы большими аплодисментами поздравить нас всех, жителей республики, и главу Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Без благоустройства республики, без решения социальных вопросов по Минтруду, без сегодняшнего города Грозного и остальных моментов, без содержащихся памятников ветеранам Великой Отечественной войны и других моментов, сегодняшней победы не было. Слава нашему Грозному городу, герою воинской славы. Аллаху Акбар. В пленарном заседании также приняли участие региональные власти, представители научной и творческой интеллигенции, республиканских СМИ, а также гости из других регионов России. В своих выступлениях они отмечали, что уже прошло то время, когда роль выходцев из Чечено-Ингушетии в победе над фашизмом ставилась под сомнение. Большая заслуга в этом принадлежит главе государства Владимиру Путину. Что сталинская клевета о сотрудничестве, массовом сотрудничестве чеченцев с немецкими фашистами – это клевета и неправда, потому что у Сталина находились наследники, те, кто его поддерживал, его взгляды, его измышления, его фальсификации по сегодняшний день. Путин своим указом поставил большую точку в этом споре. В ряды Красной Армии было мобилизовано не менее 50 тысяч солдат из Чечено-Ингушетии, из них более 30 тысяч чеченцы. Имена многих из них увековечены на мемориальных досках по всей стране. Среди них Кампашан Урадилов, Мавлид Висаидов и Даша Акаев. По разным данным, героев Советского Союза среди чеченцев, как получивших эту награду, так и представленных к ней было от 41 до 149 человек. Собравшиеся в зале предлагали свои проекты, направленные на то, чтобы навсегда вписать в историю данные о героических подвигах советских солдат. Проект «Память братских могил» он как раз заключается в том, чтобы собрать священнослужителей, ведущих для России конфессий, и над каждым братским захоронением, а их около 400 в Тульской области, чтобы все священники, они помолились о покоящихся там павших воинах, защитниках. Особый интерес у собравшихся вызвало выступление профессора Южного федерального университета. По словам Виктора Черноуса, политика Запада направлена на искажение исторических фактов, и потому такие встречи необходимо проводить чаще. Победа в Великой Отечественной войне сегодня стала в центре информационной борьбы. Что касается Грозного, ну вот я тоже говорил об этом, да, немножко недооценивалась Кавказская битва в целом, да, потому что Сталинград как бы все это затмевал. Сегодня роль битвы за Кавказ выглядит гораздо более рельефно. Сразу после пленарного заседания участники конференции продолжат дискуссии в отдельных секциях. Ну а завершится большая встреча принятием итоговой резолюции. Сайхан Цинцаев, Мурад Эльбукаев. Новости.